Процесс создания такой сумки я показываю в этом видео. Привет, друзья! Меня зовут Лилия. В основе будут вот такие купоны ткани с рисунком. Я выбрала два купона. Их общий размер 49 на 24 сантиметра. Ткань довольно плотная, но все же требующая дополнительного уплотнения. Для этого использую термоклеевой уплотнитель плотностью 320 граммов на метр квадратный. Его толщина примерно 2,5 мм. Такой материал еще могут называть объемным флизелином. Приклеиваю обычным утюгом с функцией пар через кусочек хлопчатобумажной ткани. Кстати, артикулы на материалы вы можете найти в описании под этим видео. Ширину купона уменьшаю на 0,5 см и сразу намечаю от линии отреза на расстоянии 3 см еще одну линию, по которой дальше буду настрачивать полоску бархата. Вот здесь по линии справа я подрежу ширину купона. На противоположной стороне также намечаю меловую линию на расстоянии 3 см от края. И вот этих полсантиметра я отрезаю. Из черного мебельного бархата вырезаю две полоски, шириной каждая по 4,5 см. Их длину делаю немного длиннее размера купона. Длинный срез бархатной полосы подгибаю на 1 см, изгиб располагаю по намеченной меловой линии. Сначала закрепляю булавками, а затем настрачиваю на швейной машине на расстоянии примерно 1 мм от сгиба. Так настрачиваю две полосы с двух сторон купона. Хочу отметить, что вот эту верхнюю строчку, расположенную в верхней части рисунка, мне потом пришлось удалить, поэтому сразу можете проложить здесь обычные ручные сметочные стежки. На этом этапе делаю вышивку по рисунку купона. Использую подходящий по цвету бисер, стеклярус и пайетки. Процесс этот долгий, трудоемкий, но не очень сложный, и поэтому я решила его не показывать, чтобы не занимать время видео. Вот так выглядит почти готовая вышивка. Рассматривая внимательно, понятно, как я укладывала стеклярус и пайетки на рисунке. Но вот эти объемные цветы, как их вышить, далеко не все знают. Но именно этот процесс я покажу. Использую выпуклые пайетки двух цветов, а также бисер тоже двух цветов. Вместо ниток использую леску толщиной 0,2 мм. На этом рисунке цветка нужно обозначить условно две окружности – по внешнему контуру и серединке. Начинаю делать лепесток цветка, и первый прокол делаю с изнанки на расстоянии примерно 2,5 мм от края рисунка. Нитку вывожу на лицевую сторону. Нанизываю на иголку одну розовую пайетку так, чтобы выпуклость на ней смотрела вверх. Затем бисер и еще две пайетки, которые также чередую мелким бисером. Итого в цепочке 3 розовые пайетки и 3 бисеринки. Дальше нанизываю 2 красные пайетки, но их уже разворачиваю выпуклостью вниз. Между ними красная бисеринка, а в конце цепочки 2 красных бисеринки. В итоге вся цепочка выглядит вот так.
Подтягиваю цепочку к рисунку и делаю прокол к центру, ориентируясь на условную внутреннюю окружность. Нить хорошо подтягиваю и на изнанке делаю узелок, чтобы лепесток хорошо держался. Получается вот такая гусеничка. Таких лепестков делаю столько, чтобы закрыть весь рисунок. И получается вот так. Центр расшиваю крупными жемчужными бусинами разного размера и оттенка. К ним добавляю крупный бисер красного цвета. В итоге получается вот такой цветок. И вся вышивка в целом. Теперь между купонами рисунка мне нужно настрочить декоративную тесьму. Так как концы тесьмы останутся открытыми, я их обжигаю, чтобы не распускались. Настрачиваю тесьму. Также настрачиваю тесьму по низу, но немного не доходя по краям. Получилось так, что тесьма настрочена только с одной стороны. Вторую позже я пришью вручную, так как лапку швейной машины в этом месте невозможно разместить из-за вышивки и бусин на самой тесьме. Уточняю длину детали. И после вышивки она уменьшилась на 7 мм. Зная длину, а это длина окружности, рассчитываю по известной формуле диаметр круга. У меня получилось 15,4 см. Это будет деталь круглого донышка сумки. Кусочек черного бархата дублирую уплотнителем и вырезаю деталь донышка, прибавив по контуру 5 мм. Для усиления шва притачивания донышка в этот шов я вставлю кант. Такой кант в сумке еще называют кедером. Кант делаю из полоски того же черного бархата. Полоску складываю пополам, а внутрь вставляю жесткий шнур толщиной 3 мм. Полоску я вырезала под углом 45 градусов. Шов стараюсь прокладывать как можно ближе к утолщению шнура. Подрезаю кант, оставив ширину 5 мм от проложенной строчки до среза.
кант настрачиваю на деталь донышка. Концы канта обжигаю, чтобы ткань не осыпалась. Поэтому смело оставляю срезы открытыми. Намечаю контрольные точки, которые нужно совместить, и притачиваю донышко к вышитой детали, которая является стенкой сумки. Строчку стараюсь прокладывать точно в строчку настрачивания канта. В итоге открытые швы стенки сумки должны быть точно состыкованы, то есть находиться в стык друг к другу. Шов подрезаю примерно до 3 мм, и только после этого выворачиваю сумку на лицевую сторону. Хорошо расправляю шов. И затем вручную сшиваю шов стенки сумки. Наверное, у некоторых возникнет вопрос, почему я сразу не стачала этот шов на швейной машине. Дело в том, что сумка небольшого размера, и если бы я сразу закрыла второй шов, то, выворачивая сумку на лицевую сторону после притачивания донышка, вышивка могла бы пострадать. А еще вышитая стенка сумки при выворачивании обязательно бы сильно мялась и в итоге могла выглядеть помятой и неровной. Отпаривание в этом случае ничего не дает, но может испортить декоративные пайетки на вышивке. И вот поэтому, чтобы было больше свободного пространства для выворачивания сумки, один шов я оставила открытым. Если помните, снизу декоративную тесьму я пришила только с одной стороны. Поэтому сейчас другой край тесьмы пришиваю вручную. И также вручную нашиваю тесьму на второй вертикальный шов стенки сумки. Вот так получилось, и сумка готова к дальнейшей сборке. Из картона, на который дополнительно наклеила уплотнитель, сделала жесткое донышко. Оно меньше основной детали сумки на 3 мм по контуру. Картонное донышко вкладываю внутрь. И вот такие ножки-пукли устанавливаю на донышко сумки. Делается это просто. Прокалываю шилом отверстия в нужных местах, усики ножки завожу в отверстие, надеваю изнутри на них заглушки и усики развожу в противоположные стороны. Всего устанавливаю 4 таких ножки. На верхний край сумки также настрачиваю декоративную тесьму. И здесь также будет одна строчка машинная, а другая, та, которая ближе к вышивке, потом сделаю ручными стежками. Другой край тесьмы пришиваю вручную. Когда пришита тесьма, устанавливаю 2 небольших ручкодержателя. Они на винтах, поэтому устанавливаются просто. На расстоянии 2,5 см от шва притачивания верхней бархатной полосы ставлю отметку. От нее вниз убираю 2 бусины, которые пришиты на декоративной тесьме. Точно так делаю и на другой стороне. В этих местах шилом делаю отверстия. Для усиления под винт ручкодержателя подкладываю кусочек плотной кожи.
И точно так устанавливаю фурнитуру и на другую сторону сумки. И вот так в итоге получилось. Теперь сделаю подкладку сумки. Для этого использую плотную жаккардовую ткань. Размеры деталей я высчитывала, исходя из размеров верха сумки. Высота равна высоте сумки. По сути, она будет немного меньше из-за толщины донышка, но я оставляю эту разницу, которая пойдет на обработку шва. Длину детали делаю равной длине внутренней поверхности верха сумки. Именно внутренней, потому что она немного меньше из-за того, что на изнанке вышитой детали есть 3-миллиметровый уплотнитель. Размер круглой детали, то есть донышка, я рассчитала так же, как рассчитывала размер круглой детали верха, то есть донышка. Я не даю эти размеры, так как у вас они могут быть совсем другими. Стачиваю шов подкладки, на которой я сделала припуски с двух сторон по 1 сантиметру. А затем детали подкладки соединяю между собой. Готовую подкладку вкладываю внутрь и приметываю на уровне тесьмы. А здесь обратите внимание, что срез объемного уплотнителя я подрезала, сделав его на 5 мм ниже, чем срез верха сумки. А срез подкладки уравняла со срезом уплотнителя. Теперь из черного бархата делаю деталь, которая будет закрывать вход в сумку. Для этого выкроила 2 детали, длина которых равна половине длины верхнего края сумки плюс 2 см на швы, по одному с 2 сторон. Высота равна 18,5 см с учетом припусков. На коротких срезах намечаю середины. И от этих точек откладываю по 1,5 см. Здесь будут отверстия для шнура. Так и стачиваю швы, оставляя отверстия в намеченных местах. Швы можно просто разутюжить, но я их растрачиваю, то есть раскладываю припуски в разные стороны и прокладываю по ним машинные строчки. Теперь один из срезов подгибаю на 1 см и заметываю ручными стежками. Подогнутый край настрачиваю на верхний край сумки на расстоянии 5 мм от среза. Дальше на верхней детали намечаю линию сгиба. Она находится у края отверстия и на расстоянии 8,5 см от среза. Сразу от этой линии намечаю еще одну на расстоянии 2 см.
Перегибаю деталь по первой линии и около второй прокладываю ручные стежки, чтобы временно соединить по сгибу. А затем прокладываю машинную строчку по меловой линии, которая находится, напомню, на расстоянии 2 см от сгиба. Бархатной деталью огибаю верхний край сумки. При этом открытый внутренний срез этой бархатной детали должен попасть внутрь шва. То есть я его тоже должна огибать. Потом это будет выглядеть вот так, где срез будет внутри шва. Сначала закрепляю ручными стежками. А потом прокладываю машинную строчку, которую располагаю по краю декоративной тесьмы. Удаляю все временные ручные стежки. И здесь я подумала, что могу усилить верхний край сумки, чтобы он держал свою круглую форму. Поэтому распарываю небольшой участок бокового шва сверху и завожу внутрь так называемый китовый ус. Это пластиковая лента, у меня шириной 6 мм, которая применяется для пошива корсетов, корсажей, нижнего белья, шляп и многого другого, где нужно придать детали определенную форму. И отверстия зашиваю. На бархатной ткани, особенно черной, такие манипуляции мало заметны. Если у вас будет светлая ткань или шов просто станет заметным, нашейте на него кусочек декоративной тесьмы, которую вы пришивали на боковые швы сумки. У меня это черная тесьма с маленькими бусинками. Но шва моего не видно, поэтому я не нашивала. Витой шнур толщиной 5 мм черного цвета продеваю, вводя и выводя конец шнура в одно и то же отверстие. В другое отверстие также вдеваю шнур. В итоге внутри будет 2 шнура. На конце закрепляю наконечники для шнуров. И вот таким образом закрывается верхний край сумки. Для сумки использую готовую ручку длиной 42 см, которую пристегиваю к ручкодержателям. У меня была вот такая декоративная кисточка.
но мне таких нужно 2. А так как второй не было, поэтому я решила сделать кисти самостоятельно, используя бахрому и бусины. В одном из своих будущих видео я покажу, как можно сделать такие кисти. Навешиваю кисточки с 2 сторон ручки. Мне нравятся необычные сумки, и думаю, некоторые со мной согласятся. Когда создаешь что-то нетипичное, особенное, весь процесс сопровождается интересом и не только от ожидания конечного результата, потому что некоторые моменты могут быть особенно привлекательными. Для меня, например, процесс вышивки оказался даже немного медитативным. Надеюсь, результат вам понравился. И если да, то не забудьте это видео отметить лайком. Жду ваших комментариев, делитесь своим мнением и впечатлением. Все это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.